Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто и что скоро ворвется в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, кто и что скоро ворвется в мою жизнь. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Напоминаю, что все мои видео мною заряжены очень хорошей, доброй и позитивной энергетикой, которая помогает вам восстанавливаться и раскрывать свой потенциал. Так, кто что ворвется? Девчонки, ну вот прям для вас, да, в вашу жизнь ворвется очень серьезный человечек на какой-то профессиональной сфере. Человек, у которого есть власть, у которого есть возможности, у которого есть очень серьезное, стойкое положение в обществе. То есть, смотрите, человек выше всех. Все остальные вот такие маленькие смотрят на него там в восхищении, говорят: о боже, какой же это человек там крутой, да, вот этот человечек ворвется в вашу жизнь. Мало того, от того, что вы с ним встретитесь, либо вы как-то будете, коммуницировать, да, вот как-то взаимодействовать, идет прекрасная птичка. Эта птичка говорит о возможности, либо об открытии какой-то дороги для вас, чего-то там нужного, важного и полезного. То есть человечек может вас протолкнуть, подтолкнуть, вытащить, подсказать, да, там, что-то вам предоставить. То есть человечек очень важный и, если можно так выражаться, да, полезный идет, полезный человек для вас. То есть будет что-то делать, помогать, подсказывать, и получите вы, в общем, массу удовольствия и блага вы получите от этого человека. То есть этот человек способен изменить вашу жизнь, изменить ее к лучшему. Либо, по крайней мере, задать, да, правильный вектор вашего движения, чтобы у вас все случилось просто идеально. Так. У кого-то отыграется, что этот человек может быть доктор, который поможет решить вашу проблему со здоровьем, либо проблему, которая есть у ваших близких, которая вот отягощает ваше состояние. А вот у кого-то отыграется, что это человек, там, не знаю, преподаватель, да, который вложит в вас какие-то невероятные знания, благодаря которым вы сможете построить карьеру, добиться каких-то там нереальных высот. Либо этот человек, допустим, да, обладает какими-то способностями, возможностями, чтобы вам помочь там, уехать за границу, да, либо как-то вот куда-то поехать, переехать. То есть помощь идет очень конкретная, и человек будет расположен в вашу сторону, будет действительно для вас стараться, делать, помогать, при этом не будет требовать от вас каких-то там оплат и прочих бенефитов. Да? То есть человек идет очень такой серьезный, как покровитель, что ли, да, защитник, покровитель, вот как правильно сказать. Так что ждите это, причем случится в течение, не знаю, там 70 дней у вас произойдет. Дальше, мои хорошие, дети. Вышли дети, и дети, либо это ваши дети, либо вам придется как-то взаимодействовать с детьми. Дети идут хорошие, дети идут такие послушные, дети, которые радость принесут, там не расстройство, огорчение, переживания, а наоборот принесут вам радость. То есть если вы, бабушка, соскучились там по внучатам, пожалуйста, у вас будет прекрасная возможность с внуками повозиться, хорошо провести время. Если это ваши дети, то дети ваши будут вас радовать, будут, знаете, как достоянием для вас, да, гордостью вашей, будете чувствовать себя прекрасно. То есть дети вас порадуют. Дальше идем. Очень серьезный разговор. Невероятно серьезный разговор, очень продолжительный. Этот разговор поможет вам что-то понять, может быть, какая-то информация пойдет, какая-то тайна раскроется. То есть благодаря этому разговору будет принято решение, вами будет принято решение. Решение очень серьезное, решение, которое кардинально отразится на вашей жизни.
поговорив, выслушав, усвоив ту информацию, которую вы будете получать, вы вот посидите и придумайте себе решение, которое действительно вот по силе, по мощи, но это как, ну, действительно, мостик в новую жизнь у вас идет. Вот одно решение. А вы его обязательно выполните. Никто уже вам не помешает. Это именно ваш шанс и ваша возможность круто поменять свою жизнь в лучшую сторону. Вот так вот, мои хорошие. Так, а еще какой-то бывший мужчина, который как пугало почему-то идет, да, пугало огородное. Либо образ жизни у него такой, либо он в состоянии таком находится. Непонятно, что оно такое, чем занимается, как живет. Посмешище, вот прям посмешище. А если речь идет о том, кто вас обидел, ну, приползет что-то странное, да, человекообразное, присмотритесь, окажется, что этот ваш бывший, который вас обижал. Скорее всего, придет жаловаться, либо просить вас о помощи. Ну, тут я уж вам не советчик, решайте сами, помогать, либо прогнать. То есть человек получил по заслугам за свою какую-то бесшабашную, абсолютно грешную жизнь. Вот. Ну, так бывает. Многие не верят, что и бумеранг бывает, и что при жизни можно наказание получить. Вот, пожалуйста, будет прекрасный пример. Вот, когда человек там весь из себя был расфуфыренный, там, бил себя в грудь, что-то, может быть, там имел, что-то получалось, а тут, видите, как жизнь нагнула, перекрутила и в узелочек завязала. Это произойдет, вот, посмотрите. Особенно, знаете, как девчонки, если мужчина, например, там предал, ушел к другой женщине, придет, приползет и будет жаловаться, как же там ему плохо, возможно, даже будет проситься к вам, вот, чтобы вы его к себе взяли, да, спасли его от какой-то там мегеры. Вот. Что хочу предупредить. На жалость будет бить очень сильно. Вот именно, чтобы пожалели, там, не отказывались, помогли и прочее. Стоит ли жалеть? Еще раз говорю, это будет на вашей совести, вы будете сами для себя решать. Но все, что мужчина вам этот скажет, там ваш бывший, должны делить на 3 как минимум. То есть там очень много будет такой информации, там, подлогов, миксов всяких, нечистот и прочее, прочее. То есть человек будет сознательно приукрашать, привирать и приукрашивать. Вот чтобы вы понимали. То есть всему, что он там вам расскажет, верить не стоит. Потому что нету у него там ясности сознания, да, и для него вот любой ценой к вам там в дом войти, в ваше сердце в лучшем варианте, вот как он там себе представляет. Он знает, что вы женщина добрая, он знает, что вы женщина милосердная. Он будет бить именно в это. Говорит: боже, я такой больной, я такой несчастный, меня там убивали, меня там на цепь сажали, с меня там все соки выпили, спаси, помоги и прочее, прочее. То есть наигрывать будет. Он сам виноват в том, что с ним случилось. Это его расплата за вот его бесшабашное поведение. Ну, конечно же, за то, что и вас обижал. Вот чтобы вы понимали. Дальше, мои хорошие. Идет новое предложение по работе. И это новое предложение, оно будет связано с каким-то обучением. Вам будут предлагать обучение, чтобы дальше вы смогли там работать. Я не могу сказать, что вы прям загоритесь, скорее будете думать. С одной стороны интересно, а с другой стороны там может стать вопрос там цены обучения. Может быть, будет дороговато, может быть, скажем так, не обладаете вы таким вот серьезным ресурсным запасом, чтобы пойти на это обучение. Идея сама по себе хорошая. И, конечно же, обучаться это и нужно, и полезно. Но вот время какое-то неподходящее. Знаете, мои милые, я вам так скажу. Вот то, что вам будут предлагать, может быть, не ваш вариант. Да? Но идея хорошая, задумайтесь. А возможно, следует там поискать. Может быть, следует поискать там другие школы, там образовательные центры. И найти более доступную цену. Вам не зря это предложение идет. Это как вариант, либо шанс ответа на ваш запрос. То есть я вижу, что ваша работа вас не вполне устраивает. Может быть, на работе там какие-то есть проблемы, либо вы предчувствуете, что могут быть проблемы. И высшие силы вот дают отклик, да, отзыв на ваши просьбы. Говорят: вот, пожалуйста, вот вариантик. Да? Но чтобы там работать, нужно какое-то обучение пройти.
с этой целью вам будут предлагать, чтобы как подсказочку дать. Если вам все нравится, если вы загоритесь, то тогда ищите более доступные варианты, там, более доступные курсы, либо там, еще раз говорю, да, вот места, где можно получить либо пройти это образование, получить возможность дальше работать. Так, еще у кого-то будут экзамены. Я не могу понять, с чем эти экзамены идут. Ну, я надеюсь, что школьники меня не смотрят. А может быть, вы мамочка, которая переживает, да, за ребенка и эти экзамены считает своими. Может быть, вы будете там сдавать экзамены на получение водительской лицензии, либо на какие-то допуски, может быть, что-то будете проходить, да, что-то вот вы напрягаетесь, сомневаетесь в себе, сомневаетесь в своих знаниях, стараетесь, а в голове пустота. Вот такая идет информация, что страх, что я не смогу, у меня не получится, я не сдам. Если вы так будете думать, если вы так себя будете настраивать, да, на такой лад, если вы будете уходить с головой в этот черный омут, что, о Боже, все, у меня ничего не получится. Ну, к сожалению, вы перенервничаете, выгорите изнутри, такое перегорание у вас произойдет. И вы действительно, даже зная, владея информацией, владея навыками, вы можете просто, провалиться в какую-то пропасть сознания, да, и даже из себя ничего не выдавите. И то же самое, если детки ваши будут сдавать какие-то экзамены, не напрягайте своих детей, не напрягайте. Вы знаете, вот я помню, так совет даже вам дам, да, вот я просто из своей личной жизни, вот у меня были очень важные экзамены, и мне мои родители сказали такую вещь. Вот нам, он говорит, все равно, сдашь ты или не сдашь. Нам главное, чтобы ты была здоровая и счастливая. И вы знаете, эти слова, вот они меня настолько успокоили, настолько они меня вдохновили. Я сдала, еще очень даже неплохо сдала. Даже сама от себя не ожидала. То есть вот это сверхожидание, оно, по сути, оно вредит. Конечно, нужно ставить цели, конечно же, нужно ориентиры всякие иметь, но не надо вот возлагать какую-то максимальную там ответственность, либо уходить головой именно в эту тему, чтобы потом накануне, да, либо в момент не провалиться в бездну, да, и не забыть даже то, что знал. Значит, не переживайте. Если вы готовитесь, если вы посвящаете там, подготовке там, какое-то определенное количество, да, там, без фанатизма, да, ну, допустим, там, 2 часа в день, с перерывами, конечно же, все у вас получится, все будет замечательно. А вот если вы будете нервничать, там, ногти грызть, ламывать себе локти, не спать, не есть, там, не пить, то, извините, вот через это перегорание ничего у вас не получится. Я искренне желаю, чтобы все у вас было замечательно. Пожалейте себя, свою нервную систему, и она вас возблагодарит. Прочистит ваш разум, и даже если что-то где-то вы там не доучили, то, опираясь на свою логику, у вас все получится, и все будет замечательно. Дальше, мои хорошие, идем. А здесь я не могу понять, кто этот мужчина вам. Может быть брат, может быть отец, может быть какой-то вот друг, там, сосед, я не знаю, мужчина будет вам предлагать, как совместное дело, что ли, совместное, что-то совместное будет предлагать, либо там скинуться совместно, что-то приобрести, либо куда-то совместно поехать, что-то связано с какой-то покупкой, либо вот что-то делать надо вместе. Смотрите, почему вам предлагают? Потому что вы гиперответственный человек. Тут больше, знаете, как желание, чтобы вы всю ответственность взяли на себя. То есть вроде как вы вместе там складчину сообща делаете, но по факту окажется, что вы все возьмете на себя и все будете делать самостоятельно. Такой хитрый жук. Хитрый жук вот пытается там, будет пытаться, вернее, да, что-то вам предлагать. Если вы также заинтересованы в этом деле, если вы тоже хотите получить, добиться, там, купить, то тогда правильно распределите обязанности между вами. Я не вижу, чтобы это был прям муж ваш, да, но вот мужчина, с кем вы там постоянно общаетесь. Хитренький мужчина идет. Я не могу сказать, что плохой, но хитренький. Вот желание на вас повесить какие-то обязательства, обязанности, да, чтобы вы все это сделали. Вот.
Ну, присмотритесь, присмотритесь, потому что там хитростью пахнет, хитростью и такой, знаете, ловкостью, такой жонглер, да, следите за руками, вот тут, да, и все сама сделала. Так, еще важный момент касается какого-то гостя. Гость у вас на пороге, гость откуда-то издалека. Очень сложный путь у этого человека был, либо предстоит очень сложный путь этому человеку. Человек как-то вот неожиданно у вас на пороге возникнет. Либо без предупреждения приедет, либо предупредил на один день, на одно время, да, а опоздает чуть ли не на сутки, тоже может быть. Я почему-то вижу, что вы из-за этого гостя перенервничаете. Перенервничаете, причем достаточно серьезно. Ну, понятно, если вы человека ждете, а он там на сутки опаздывает, то уже можно думать что угодно. Значит, не надо так нервничать. Человек все равно доедет, все будет замечательно. Но там есть определенные сложные обстоятельства, с которыми невозможно просто одномоментно справиться. Приедет, доедет, все будет замечательно. Так, еще выходит у меня пожилой человек, не могу сказать, мужчина или женщина. Здесь возможны какие-то тараканы. Тараканы, причем такие, знаете, африканские, огромные, усатые. Какие-то будут представления. Какая-то будет разыграна сценка. Здесь, знаете, человек чувствует себя крайне вот одиноким, что ли, да, покинутым. И чтобы привлечь внимание, человек будет разыгрывать сценки, миниатюры, ну и какие-то монологи очень громкие толкать. Не спешите осуждать этого человека, не спешите уличать там в какой-то лжи, либо в мелком мошенничестве. Поймите, человек крайне одинок и очень нуждается в вашем внимании. Ему либо ей очень важно быть полезным человеком, задействованным в общественной жизни, да, либо в жизни семьи. Придумайте для такого человека поручение. Вот что этот человечек может выполнять. Поручите, покажите, что этот человек вам и нужен, и важен, что вы не списали этого человека, что все любите и заботитесь. И я вас уверяю, вот таких вот истерик, да, либо таких представлений будет гораздо поменьше. И настроение у вашего пожилого родственника улучшится. И действительно, лад придет, лад, ваши отношения, мир, ваши отношения придет. То есть здесь нужно подходить, как к ребенку, да, чтобы ребенка успокоить, да, нужно там с чем-то согласиться, либо где-то подыграть. Вот и у вас такая может быть ситуация. Это не потому, что пожилой человек вас не любит и пытается всю вашу нервную систему разорвать в клочья. Нет, просто чувствует себя крайне одиноким и несчастным. Вот только лишь по этой причине. Так, еще. Здесь у какой-то девушки идет поклонник. Поклонник, я так понимаю, там полутайный. Возможно, это переписка по интернету, возможно, какое-то новое знакомство. Человек, который будет скрывать информацию о себе и о своем прошлом. А почему? А потому что есть что скрывать. Очень вами человек заинтересуется. Вы действительно вот прям как взорвете мозг этому человеку, да, то есть такое сочетание там красоты, ума и таланта не оставит его равнодушным, там, либо ее равнодушным. Человек мне больше идет как иностранец, потому что какая-то разница между вами серьезная, то ли в культурном, то ли языковой барьер, может быть, да, что-то вот происходит. А человечек будет очень пытаться, очень стараться, и, возможно, даже вам покажется, что человек, такой обманщик, да, обманщик там и прочее, прочее. Знаете, девчонки, там, мальчишки, кто меня смотрят, не спешите судить, а лучше разбираться, да, разбираться, что происходит. И так и скажите этому человеку, не надо, я не люблю, когда там обманывают, я понимаю, что есть разные ситуации, обстоятельства, со всем можно справиться, если об этом говорить и говорить об этом честно. Так что вот такое нелепое, скажем так, знакомство, которая, скажем так, вам, может быть, не совсем по душе придется, в принципе, можно спасти тем, что договориться и с этим человеком уже как-то вот нормально общаться. Я не могу сказать конкретно, что будет это делать человек, но вижу, что вам это не понравится. Поскольку это вышло в песке с таким вот предупреждением, что, в принципе, человека не надо банить сразу, там, блокировать и прочее, значит, надо к этому человеку присмотреться.
Вот присмотреться, там, поговорить, может быть, более там как-то детально, да, либо там несколько раз поговорить. Человек там расслабится, может, действительно расскажет, что происходит, как дела обстоят. Не спешите. Так, и еще вот для кого-то точно идет предсказание по поводу поездки. У вас должна состояться поездка дальняя. Может быть, там в другую страну вы едете, либо там совсем как-то далеко вы будете уезжать от своего дома, и вы до последнего сомневаетесь, стоит ехать или не стоит ехать. Ехать сейчас, либо ехать потом. Едьте сейчас, потому что потом может и не получиться. Не могу сказать по какой причине, но вот как вы себе там запланировали, так и делайте. Если билеты там уже куплены, либо вы уже там думаете, что куплю на ту дату, идите, покупайте и едьте. Лучше раньше поехать, потому что позже может не получиться. А если не получится позже, то вы как бы и упустите вот эту вот, знаете, новую веточку судьбы, которая у вас сейчас прорисовывается. Пока она такая, знаете, контуром, не четкая, вот, а как контур идет. Если вы поедете, это будет ваша новая веточка, да, и она уже будет четкой, плотной, и по-новому пойдет развиваться ваша жизнь. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.